Так, биз Казакстан улуттук китепканасындабыз. Орусча айтасы, на русском, чтоб орус айтыңыз, чтоб бардык неме уккандай болсун. Бүт өзбек, орус, татар, башкыр баарына түшүнүктүү болгондойчу. Диван лугаты от-турк жөнүндө аябай кызык айттыңыз да. Что? Бірінші сөз сол туралы. Орысша айттыңыз. В этом году 950 лет со времени написания величайшего памятника тюркской культуры, тюркской лексикографии Диван Лугат ат-Турк Махмуд аль-Кашгари. Что это за труд? Это древнейший компендиум, свод, словарь тюркских наречий, который был создан в XI веке. Он был создан во времена аббасидского халифата, когда тюркские племена и западно-тюркские, восточно-тюркские племена одержали ряд очень серьезных побед и достигли очень высокого уровня и положения в мусульманском халифате. И в это время сложилось так, что Махмуд аль-Кашгари, ученый, который очень хорошо был знаком с мусульманской наукой и как лингвист, и как литературовед, человек, который прекрасно представлял значимость и богатство литературы, философского наследия, и человек, который, самое главное, он объездил очень-очень многие племена, говорившие на разных тюркских языках, и он пришел к решению создать большой словарь, совокупный словарь всех тюркских наречий. И вот он сохранился до нашего времени, и мне довелось перевести его на русский язык в 2005-2006 году. Он был издан здесь, в Алматы, в издательстве Дайк Пресс. И коллегам в Кыргызстане я подарила нескольким. То есть в Кыргызстане, по-моему, тоже этот перевод известен. Но, иншаллах, в этом году мы хотим его переиздать. И в ЮНЕСКО в Париже будет конференция в декабре, вот если все будет согласно плану, посвященная 950-летию Диван Лугат ат-Турк Махмуда аль-Кашгари. Вы до этого говорили, расстреляли, да, азербайджанца? Да. Почему его расстреляли? Да. И кто был этот азербайджанец? Да. Дело в том, что сам этот труд, трактат Диван Лугат ат-Турк, он через века то он пропадал, то есть то он не попадал в поле зрения читателей, то кто-то на него ссылался. Есть надписи на полях других книг по грамматике, свидетельствующие о том, что в принципе кто-то обращался к этому труду, он был известен. Но популярность, известность этот труд обрел в 1917 году, когда в Стамбуле вы знаете, там есть такой знаменитый книжный базар, и там кто-то продал вот эту рукопись, и тюрколог, хороший ученый, ее обнаружил, и с тех пор этот труд обрел вторую жизнь. То есть его перевели на турецкий язык в первую очередь, потому что в Турции он был, то есть османский, турецкий, да, и потом на его основе была создана целая грамматика. В Германии немецкие, западные, европейские лингвисты, тюркологи, для них это стало прямо основой для развития тюркологии. Уже в новом качестве, с таким огромным материалом, который свидетельствовал о существовании и единстве, и разнообразия тюркских наречий. Но в советскую эпоху, как вы знаете, уже в 20-е и 30-е годы слово пантюркизм использовалось для того, чтобы карать интеллектуалов, да, то есть и как японских шпионов нашу интеллигенцию обвиняли даже в японском шпионаже, и тем более за пантюркизм, то есть это были расстрельные статьи. В Азербайджане один из ведущих лингвистов решил перевести Диван Лугат ат-Турк, он написан на арабском языке, решил его перевести на азербайджанский язык, он уже закончил свою работу. Это был Саид Ходжаев, ученый по фамилии Саид Ходжаев.
И его обвинили в пантюркизме. В 1935 году он закончил свою работу в Институте языкознания, и его расстреляли. То есть он был репрессирован просто за то, что он перевел этот труд на азербайджанский язык. И, конечно, это уже был сигнал всем, что это символ пантюркизма, потому что это источник, содержащий очень много информации о самых разных тюркских наречиях. И вот в советскую эпоху использовался материал, то есть был издан прекрасный труд в Москве, был языкознание, древнетюркский словарь, но там полностью, целиком этот богатейший источник не переводился, но просто словарный материал оттуда, лексикографические статьи, они были использованы, но нельзя было полностью его переводить, вот, наверное, до конца советской эпохи. И мне удалось обратиться к этому словарю уже вот в конце 90-х годов. И вопрос как простой человек, не как филолог или как журналист. Вот Махмуд Кашгари откуда родом? Вот мы кыргызстанцы, мы кыргызстанцы, Барсхон, да? Барсхон. Во всяком случае, вот черным по белому в его книге написано, что отец мой был родом из Барсхан. И вообще вот карта, в этом трактате чудесная карта, первая карта мусульманского мира на самом деле. И она вот Барсхана-центрична. То есть в центре этой карты находится вот родина его отца. Да. Ну, Кашгари, то есть он там прожил в Кашгаре большую часть времени, но его отец... Ну, это Восточный Туркестан потом стал, да, Кашгари? Да, ну, караханиды. То есть вот, да, существует гипотеза, и очень похожа на то, что она верна, что он был... как принцем или потомком аристократии караханидской. Но вот он пишет, что мой отец был родом, про меня есть словарная статья Барсхан, и что мой отец был родом из Барсхан. Да, как вы знаете, у нас есть университет имени Махмуда Кашгари, да? Я не знаю, у нас есть в Бишкеке, у нас есть именно Махмуда Кашгари. Как раз раньше был Кыргызско-Кувейтский университет. Сейчас стал Восточным университетом имени Махмуда Кашгари. О, как здорово, очень рада я. Вы считаете, что вот этот труд не до конца раскрыт, не до конца освоен еще материал, очень много материала, который предстоит еще изучать, да? Я думаю, да, но во всяком случае первый шаг, он переведен на русский язык. Он был в советское время, уже в 1969 году Муталибов перевел его на узбекский. То есть тогда можно было, но вот на русский язык. Ну, Муталибов делал перевод не с арабского оригинала, он делал с турецкого. Да, то есть Рифат его перевел с арабского на турецкий еще в 30-е годы. Вы как востоковед, арабист, скажите вот, значение арабского языка для туркских народов? Ну, в данном конкретном случае... Без никакого там, без эмоций, вот, чисто как ученый. Да. Скажите, не пожалуйста. Не предвзято так, как ученый говорит. Не предвзято, как вы говорите. Да? Ну вот если мы говорим я только конкретно могу говорить о том, что я знаю. А знаю я то, чем я занималась. Да? Но Махмуд Аль-Кашгари — это 11 век. И вот вся эта грамматика, Диван Лугат ат-Турк, она построена по модели грамматик арабского языка. Да? То есть в то время именно арабский язык, он же был латынью Ближнего Востока, латынью мусульманского мира. Да? То есть на арабском языке писались трактаты по Фальсафа, Аль-Фараби, да, Ибн Сина, он и на фарси, и на арабском. То есть для того, чтобы обрести влияние и как бы распространить свои знания, свои мысли о мире, свои концепции, люди обращались к арабскому языку, потому что арабским языком владели не только арабы, но и иранцы, и посвященные тюрки и так далее. И вся Средняя Азия тоже, да? И Средняя Азия, конечно, но это, конечно, все благодаря распространению Коран, да, ислама, тафсиров, хадисов, конечно, тоже. Ну и науки тоже. То есть вот наука лексикография, она к тому времени имела очень четкую структуру и правила. И вот по законам этих жанров Махмуд Аль-Кашгари и построил свой словарь. Да. И он его построил по арабскому алфавиту. Это немножко усложняет дело для тех, кто читает на русском языке, но
мы сделали тоже индекс вот, к русскому переводу, таким образом, чтобы каждое слово имело свой адрес, номер, и уже по русскому алфавиту можно найти любое слово, вот его место в этом большом трактате. Я очень жалею, что сегодня я не взяла эту книгу с собой, но, вот, да. Но она есть, я ее поставила на интернет. И, иншаллах, в этом году будет переиздание этой книги, и она, я надеюсь, она будет еще доступна. Она сейчас есть в Казахстане, но ее очень мало. Я замечаю, что вы вот арабские слова говорите, да? Вы сами вот практикуете, да, ислам? Я не практикую ислам, но я же примерно из той же эпохи, как и вы, да, то есть я в советской школе училась. Я изучаю, ну, мне интересны все религии, я занимаюсь вот Central Asian Studies. Я живу в Нидерландах, вообще я живу в Нидерландах, и там очень такое большое мультикультурное общество. Да, супруг мой арабист и тюрколог, но его родители были католики, но тоже не практикующие, а вот те, которые просто уважают, знают свои традиции. Ну, вот мы современное поколение, да. Но мы с уважением относимся к своим корням и хотим знать как можно больше о них. И вот сохранять и передавать эти знания своим детям, внукам. Вот, и вот Рахмат, рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мурат ағаға чоң салам айтыңыз, айығып кетсін. Көп рахмет. Ол кісіменен сөйлескенге возможность, мүмкіншілік болса. Заманымыздың үлкен кішісі ғой. Құдай қаласа. Мурат ағай. Денсаулықта болсын. Көп рахмет сізге. Бірақ біз жиі Чолпонатаға келіп, сонда Мұхтар Әуезовтің үйі бар ғой. Даға, сонда былтыр да папамен бірге сонда барып 2 апта қалдық. Өте әдемі жер, және атамыздың мұражайы сонда. Келіп тұрамыз.